Крымский вечер. В эфире «Крымский вечер». У микрофона я, Катя Некречи. Сегодня мы будем говорить о хороших новостях. Попытаемся найти что-то хорошее в 2021 году. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Собственно, оптимистично достаточно я так начала этот эфир. Я надеюсь, что все-таки часть оптимизма, она и останется в следующие 30 минут вместе с нами. 2021. Хороший ли это год для Крыма? Дело в том, что недавно, даже, кстати, в мой эфир к нам позвонил слушатель Федор, так он назвался, и упрекнул наши СМИ в том, что мы рассказываем только о негативе, только о чем-то плохом. По его словам, в Крыму происходит много хорошего. Давайте послушаем нашего слушателя. Вопрос у меня такой. Почему, насколько я могу судить по всем роликам на YouTube, почему в основном всегда освещается все отрицательное? Ничего положительного не освещается. Ни строительство садиков, ни строительство школ, ни ремонт школ, ни строительство больниц, ни строительство дорог, ни ремонт дорог, ни строительство инфраструктуры. Ничего не освещается этого. Оккупация, бу-бу-бу, все плохо, ничего нет, только почему-то цены на жилье выше и выше. Так не бывает, что, извините, ничего нет, все дорого, воды нет, растут цены выше московских, а люди туда едут. Так не бывает, сказал наш слушатель, на что я ему ответила. Сейчас коротко перескажу, что достаточное количество тех СМИ, подконтрольных российской власти в Крыму, которые рассказывают о тех или иных событиях, собственно, а Крым Реалии как раз рассказывает о том, о чем эти СМИ умалчивают. Да? Собственно, таким был мой ответ. Но, тем не менее, все это время, неделю с того эфира, я думала действительно, о чем же хорошем можно поговорить. И я очень надеюсь, что сегодня и вы, дорогая наша аудитория, поможете нам разобраться в позитивах 2021 года, уходящего года. И это легко сделать, позвонив нам по номеру 8 800 10 06 926. Абсолютно бесплатный номер телефона для звонков из Крыма. И звонить вы можете в прямой эфир с понедельника по пятницу с 17:00 по крымскому времени или с 19:15. Поэтому, собственно, сейчас приглашаю вас в наш эфир. Также вы можете комментировать эту тему на YouTube-странице «Крым Реалии». Я буду следить за этими комментариями. Но знаете, когда я и мои коллеги послушали пресс-конференцию российского главы Крыма Сергея Аксенова и его примерно про что-то хорошее там спросили местные работники медиа, то вот что он ответил. С точки зрения каких-то радостных, вы знаете, целый день и каждый день какая-то рутина на самом деле, то есть результаты не успеваешь даже осознать. Приятно, когда коллеги вводят в эксплуатацию объекты или достигают каких-то целевых показателей и так далее. Поэтому у меня хорошее впечатление, когда у нас с вами все получается. Вот, собственно, так, конкретики тоже не прозвучало, но хорошее впечатление у Сергея Аксенова даже есть, несмотря на очень сложную работу, как он ее преподносит и как он о ней рассказывает. Но, тем не менее, хочется также и поговорить о том, как, соблюдая реальность, как понимая, в какой реальности мы находимся, читая новости, сохранить все-таки надежду, оптимизм и какое-то позитивное мышление, как увидеть даже в чем-то не очень хорошем, но позитивный настрой. Об этом мы поговорим с первым спикером нашего сегодняшнего эфира. Крымчанка Ольга Духнич, психолог, с нами на связи. Ольга, приветствую вас. Добрый вечер. Спасибо, что согласились поговорить на такую тему, потому что, знаете, мы, когда готовились к программе, редактор была просто боялась, что, может быть, не найдутся спикеры, которые готовы найти что-то хорошее в уходящем году. Ольга, как, по вашему мнению, что хорошего в 2021 году случилось? Можно и про личное рассказать, если это есть, про профессиональное, ну и, конечно, про такое общественное, какие-то события, может быть, для Крыма, может быть, вам что-то показалось таким ярким и хорошим. Я думаю, что когда мы подводим итоги старого года, мы всегда склонны как-то подводить итоги этого года. Это первое, о чем мы должны думать. Это о том, что же у нас получилось, что у нас было хорошего в этом году. Я думаю, каждый человек может найти это хорошее. И искать это хорошее на самом деле нужная и очень здоровая практика для человеческой психики, потому что когда мы видим хорошее, мы воспринимаем
плохое чуть более конструктивно, и мы смотрим на него как на то, что мы можем исправить. Конечно, я думаю, что у каждого человека в жизни много чего было хорошего, у меня в том числе тоже. Это просто лайфхак. Вот сейчас конкретно как раз то время, когда, во всяком случае, в соцсетях все делятся какими-то своими переживаниями, победами и прочее. То есть, по вашему мнению, нужно действительно или, может быть, даже письменно создать, или для себя просто понять, подвести черту с какими-то хорошими вот новостями даже в личной жизни. Правильно я понимаю? Я думаю, что есть очень такое замечательное сейчас изречение, оно висит на улицах Киева, да, подводи, не подводи итоги, а Новый год все равно наступит. Если вы подводите итоги для того, чтобы действительно самому себе честно сказать что-то, порадоваться за себя, то это стоит делать. Если же вы это делаете, потому что вы прочитали 150 постов в Фейсбуке и считаете, что вам тоже нужно что-то такое написать, потому что у всех есть, а у меня нет, то иногда это может стать просто невротичной такой практикой, которая не приносит никакого удовольствия человеку, а он чувствует, что он что-то должен делать, чувствует себя обязанным и пугается, что, возможно, у него все не так хорошо, как это выглядит у окружающих. А если вот действительно ничего такого сверхъестественного, суперклассного не случилось, ну, год так год, да, и наоборот даже, может быть, настроение сконцентрируется на каких-то негативах, денег снова не хватает, там, подарки не успеваешь или не можешь всем купить и прочее, прочее. Что в таком случае делать? В таком случае нужно попробовать честно поговорить с собой. Не бывает полностью негативных годов. Конечно, эти годы, последние 2, у нас были очень тяжелые, потому что коронавирус был, очень многие люди потеряли близких, но в любом случае у нас есть что помнить. Этот год – это часть нашей жизни, и вычеркивать и обесценивать эту часть жизни, наверное, не лучший способ попрощаться с предыдущим годом, потому что на самом деле наша жизнь, она состоит вот из таких отрезков, промежутков времени, и мы привыкли их так делить. И важно, чтобы каждый год у нас чем-то был памятен, иначе мы не будем чувствовать нашу жизнь как та, которая проходит, которая имеет какой-то свой результат и какой-то смысл. Я знаю, что встречаются, безусловно, люди и среди экспертов. Я как журналист в поиске экспертов постоянных, или там у меня в друзьях в подписках какие-то политологи, те же коллеги-журналисты есть, не знаю, социологи. И есть вот такой тип людей, наверное, который, не может ликовать, когда в стране есть проблемы какие-то глобальные. И говоря о Крыме, как об оккупированной территории, говоря о Крыме, как о своем доме, куда ты не можешь вернуться, тоже как-то вот вроде как не лепится, да, какой-то позитив. Говоря о Крыме в контексте вот новостей происходящего там, обыски, задержания, политзаключенные, тоже как-то не до радости. Что делать вообще в такой ситуации? Не грешно ли радоваться? Это как психологу вам задаю, так я сформулировала, уж простите, да, вот просто как эмоционально и по-человечески спрашиваю. Радоваться абсолютно не грешно, потому что радость – это часть того хорошего, что вы кладете внутрь себя. И если это у вас происходит, если у вас есть этот кусочек радости внутри себя, вы чувствуете себя более здоровым человеком. Вы на самом деле будете более сильным человеком и более выдержанным человеком, потому что это важная составляющая нашего психологического здоровья. Поэтому очень важно уметь радоваться, очень важно даже в тяжелый год найти ту часть своей жизни, которая является источником тепла, приятных эмоций. Это может быть какой-то вечер с друзьями, это может быть какие-то семейные посиделки, это могут быть ваши дети, которые бегут к елке, ищут подарки. Вот из этих красивых, радостных мгновений на самом деле складывается наша жизнь и та часть нашей личности, которая потом выдерживает очень тяжелые жизненные передряги. Ольга, спасибо вам большое. Я для себя услышала много нового. Я думаю, что наша аудитория, наши слушатели, зрители также услышали новое что-то. И вот такое вот напутствие от Ольги Духнич, украинского социального психолога, журналистки издания «Новое время», крымчанки. Вот такое мнение мы услышали. Я напомню, что тема нашей сегодняшней программы 2021 «Крым. Что хорошего происходило в этом году?» И уже в прошлом году, совсем скоро будет, буквально через сутки. И какие
каким этот год был для Крыма, о каких хороших новостях, может быть, забывали рассказать крымские СМИ, что хорошего случилось в жизни крымчан, какими историями готовы поделиться вы, дорогие наши слушатели. Звоните 8 800 10 06 926 или пишите комментарии под нашей YouTube-трансляцией, я их читаю. На чем стоит сконцентрировать свое внимание, чтобы будущий год был лучше предыдущего? Об этом мы говорим в нашем эфире. И сейчас с нами на связи художник-керамист из Крыма Рустем Скибин. Рустем, салям алейкум, вечер добрый, с наступающим Новым годом. Алейкум салям, доброго вечера. Дякую, навзаим. Рустем, мы вас пригласили, мы решили в этот эфир пригласить людей из разных сфер. Хочется у вас спросить, каким для вас был 2021 год? Наверное, одним из самых насыщенных в культурной сфере, потому что в этом году нами реализовано очень много проектов, таких знаковых для нашего народа, для Украины, и сделано очень много продуктов, которые мы показали, и они останутся в истории. То есть этот год, видите, я вас спросила, как он у вас прошел, и вы сразу говорите о культурных моментах, о том, где вы смогли реализоваться и какой-то след в истории оставить. Получается так. То есть для вас это важно? Обязательно, потому что культура является одним из основных таких самоидентификаторов народа, нации. И поэтому мы прилагаем как творческие люди, как люди, которым это не безразлично, все силы для того, чтобы это было и сохранялось. Рустем, а вот есть творческие люди, которые говорят, что они, например, не интересуются политикой, не следят за новостями вообще в принципе, не хотят знать, что там происходит, потому что это портит настроение, и творческого никакого порыва уже нет. Что вы можете сказать о себе, о своем, то есть о том, как информационная повестка, та или иная, влияет на ваше рабочее настроение, на ваши планы по поводу организации разных мероприятий, на ваше творчество? Ну да, конечно же, каждый из нас сам выбирает, как ему относиться, но тем не менее деятельность любого творческого человека, она так или иначе связана с социумом, с обществом, и его продукт, который делается, он, конечно же, влияет. И в нашей части, особенно если мы говорим о народном искусстве, о декоративно-прикладном, о национальных сегментах, то мы понимаем, насколько это важно, и сегодняшнее положение, сегодняшняя ситуация в стране с агрессией, она для тех, кто понимает, наоборот, стимулирует для того, чтобы прилагать больше усилий и сопротивляться. Относительно такого, культурного момента и развития для Крыма, можете ли вы, в общем, сказать о том, вот что вы наблюдаете, что вы видите, каким этот год он стал для полуострова? В контексте даже того же, там, может быть, утерянного времени для каких-то проектов и для каких-то возможностей, да? Может быть, какие-то примеры также приведете? Я уверена, что наверняка, что вы следите за всем, что происходит на полуострове. Я бы, наверное, начал с Украины, потому что этот год показал особое внимание к Крыму, и действия, которые государство сейчас направило в сфере культуры, оно существенное. Это и проекты, это и грантовые программы, которые позволяют общественным организациям и деятелям культуры реализовывать свои планы, задумки. А то, что касается Крыма, это, опять же, закрытая территория, которая находится сейчас в таком состоянии полузамороженном, я бы сказал. Потому что, общаясь с художниками, с мастерами, мы видим, что они больше уходят в себя, интегрируются в российские такие реалии, и не имеют возможности показывать себя на весь мир. То есть, получается, вот
этот момент свободы, да, окрыленности, он влияет на творчество? Обязательно, да. И я это называю такой внутренней эмиграцией, когда ты, с одной стороны, не можешь проявлять эту свободу и показывать общественности и доступности всему миру свое творчество. С другой стороны, это позволяет тебе проявлять в этом творчестве эту свободу свою внутреннюю. И как бы это странно ни звучало, есть тенденция к интерес к промыслам. Я знаю, в Крыму очень многие начинают изучать больше, обращаться к этому. И это на уровне таких как бы семей, каких-то групп, которые занимаются саморазвитием. И эта динамика присутствует. Рустем, какие у вас творческие надежды на 2022 год в контексте развития крымско-татарской культуры и в контексте того, что может в этой сфере измениться к лучшему в Крыму? Обязательно, конечно же, это связь с Крымом, вовлечение крымчан, крымских татар, украинцев, жителей Крыма к тем проектам, которые реализуются на материке, международные проекты. И на данный момент нами инициировано и сейчас в процессе порядком 3-4 проектов, в которых мы бы очень хотели, чтобы все принимали участие. Супер, спасибо вам огромное за то, что подключились к нам в эфир, поделились и планами своими, и видением ситуации, и тем, каким, по вашему мнению, 2021 год он был. Рустем Скибин, художник-керамист из Крыма, был с нами на связи. Я напомню, что тема нашего эфира «Что хорошего происходило в Крыму в 2021 году?» Вы можете присоединиться к этому эфиру, написав комментарий под YouTube-трансляцией этого нашего разговора, такого вечернего, или же позвонив в эфир по бесплатному номеру телефона для жителей Крыма и даже для жителей соседней России 8 800 10 06 926. Каким 2021 год был для вас? О каких хороших новостях, может быть, забывали рассказать крымские СМИ, но вы-то это запомнили и заметили, что хорошего случилось и лично, может быть, в вашей жизни, и глобально в жизни крымчан, чем вы готовы поделиться с нами. А я к этому эфиру готова уже пригласить нашу следующую спикера, Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Тамила, добрый вечер. Добрый вечер. Мы, конечно же, не могли, говоря о том, каким был 2021 год для Крыма, не поговорить о правозащите, да, и о том, что вообще в этом году произошло в Крыму. Говоря об этом в предыдущих наших эфирах, некоторые спикеры даже таким мнением поделились, что 2021 год в ситуации с правами человека был очень жестким и, возможно, даже одним из таких самых плохих годов на самом деле. Что вы можете сказать по этому поводу? Как вам сказать, в правозащитном плане, конечно, больших результатов, к большому сожалению, мы не имеем, так как на территории полуострова действительно те нарушения, которые происходили на протяжении этих 7 лет с начала оккупации, да, они только ухудшились и усугубились, да, и, наверное, одним из таких самых кричущих нарушений было задержание Наримана Джилялова. Это очень сильно повлияло на огромное количество людей, которые проживают на территории полуострова, для которых Нариман Джилялов, первый заместитель главы Меджлиса, был такой поддержкой колоссальной, да, потому что он был единственным заместителем главы Меджлиса, который находился на территории полуострова, жил там, помогал людям, ездил по селам, поддерживал семьи политзаключенных и так далее. Да. Конечно же, там продолжаются тенденции по замещению населения
ничего не изменилось, и это большое количество людей, которое приехало с территории Российской Федерации, там продолжаются призывные кампании. То есть действительно, если говорить о том, что происходит непосредственно в Крыму, то позитивов, конечно же, достаточно мало, да? Либо их вообще нет. Там пытки, которые происходили, вот последние случай, когда человека просто увезли, опять пытали, потом освободили и сказали: ай-яй-яй, ты же не рассказывай о том, что тебя пытали. Но если говорить в общем ситуации с Крымом и процессом деоккупации, то здесь как раз-таки, мне кажется, 2021 год был на самом деле прорывным, да, потому что на уровне украинского государства мы наконец приняли стратегию деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым города Севастополя, которая не принималась на протяжении длительного времени, да, и мы когда как команда пришли, мы первым себе заданием поставили выяснить, что со стратегией, почему ее нет, и когда поняли, что ее действительно нет вообще в государстве такого документа, да, то есть, конечно же, действия определенные предпринимались, но стратегического документа, принятого на уровне государства, не было. И поэтому вот 2020 год мы его нарабатывали, в 2021 году на заседании Совета национальной безопасности Украины он был принят. После этого, через какое-то время, в сентябре месяце, был принят уже план на исполнение данной стратегии. Другой вопрос – это вопрос про отмену закона про свободную экономическую зону Крым. Это непосредственно связано с правами человека. Конечно же, это больше касалось людей, которые переместились с территории полуострова, там, внутренне перемещенных лиц, либо тех, которые постоянно пересекают административную линию с Крымом, и, наконец, нету этого перечня разрешенных товаров, либо каких-то предметов, которые можно провозить через административную линию, и ряд других вещей, связанных с отменой этого закона. Другой вопрос – это принятие закона про коренные народы. Это то, чего крымские татары и другие коренные народы ждали 30 лет. Да? И, конечно же, это связано напрямую с правами людей, и тех, которые проживают на территории полуострова. Это определенный такой позитивный сигнал для всего Крыма, что о Крыме не забывают, что для Крыма продолжают внедрять государственную политику и относятся к этой территории не просто как оккупированной, а все-таки как к нашей территории, да, и как к нашим людям. И, конечно же, это то, что у нас в 2021 году была Крымская платформа, установочный саммит Крымской платформы, как одно из действий открытия национального офиса Крымской платформы, открытого на нашей базе, да, это все позитивные сигналы. Да, на территории полуострова Россия продолжает нарушать права человека, однако мы, как государство, в 2021 году, мне кажется, сделали очень много для того, чтобы наших граждан в разных сферах защищать. Тамила, спасибо вам огромное. Действительно, вы сказали и о тех вот моментах, о которых крымские медиа, они не говорят, да, и в чем нас упрекнул вот тот слушатель Федор, с которого я начала эту программу, но, тем не менее, это вещи, которые нужно знать, что происходит в Крыму на самом деле, но также Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, назвала и позитивы этого года. И одна из тем, кстати, о которых сказала Тамила, она есть в запросах Google, вот запросы про Крым, они, например, на 3-м месте там Крым наводнение, а потом на 4-м месте как раз въезд в Крым. Какие правила, они постоянно менялись в течение года, на эту тему есть безумное количество материалов на нашем сайте, мы на это все реагировали. Крым 2021, вот есть даже такой запрос. В общем-то, питомник собак Крым, и это интересует производственный календарь, ну, это в топ-15 запросов по Крыму входят также вопросы, какие страны признали Крым российский, когда Крым стал русским, и кто отдал Крым Украине. Вот такие темы интересуют пользователей Google относительно Крыма. Далее в этом эфире мы поговорим с Ахтемом Чийгозом, народным депутатом Украины, заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа. Ахтем ага, вечер добрый.
Добрый вечер. Ахтем Ага, какие вы можете назвать позитивы уходящего 2021 года? Что хорошего он принес крымчанам? Что принес крымчанам? Я не думаю, что в период оккупации можно говорить о каком-то позитиве наших граждан, которые живут на оккупированных территориях, которые каждый день подвергаются серьезным вызовам безопасности жизни, которые продолжают сидеть в тюрьмах, которые постоянно подвергаются зачисткам, облавам, и подменять понятие, в общем-то, таких существенных вызовов, которые Россия поставила перед нашими гражданами, какими-то там нарушениями прав человека, это некорректно. Там взагалі немає вообще от слова совсем понятия прав человека, там нет судов, там нет каких-то процессуальных действий, которые нарушаются, там есть карательные органы, которые созданы и призваны для того, чтобы продолжать вот эту вот политику террора по отношению к нашим гражданам. Что мы делаем в данном случае? Как государство, как суспільство, как активные граждане Украины, мы пытаемся констатировать эти все факты, к сожалению, только пока на уровне констатации. У нас за 2021 год, к сожалению, каких-то существенных шагов, вот чтобы снять или ответить вызовом сбоку государства-террориста России. А Крымская платформа? Вот Тамила Таша вспоминала про Крымскую платформу. Я сейчас хочу перейти. Мы как бы некоторые направления пытались заложить в этих вопросах. Это и судебные иски, это и поднятие всех вопросов, связанных с действиями России-оккупанта на территории Крыма на международных площадках. Это и создание Крымской платформы как инструмента, который бы больше воздействовал бы на Россию. То есть это консолидация наших партнеров в вопросах давления на Россию. К сожалению, вот в этом плане Крымская платформа еще пока, я бы сказал, не наработала достаточных механизмов для оказания вот этого давления. Ну и, конечно же, в основном наши соотечественники там реагируют очень сильно на те действия тут на материку, которые бы давали бы уверенность, надежду и силу вот в том сопротивлении оккупанту. И тут больше позитива сбоку активной части украинского общества, потому что действительно понимание Крыма для украинцев, оно коренным образом изменилось. Они ярко выражают свое видение Украины, Крыма в составе Украины. Они ломают десятилетиями созданные стереотипы, которые мы продемонстрировали при принятии закона о коренных народах. И вот настрой, что мы обязательно врага переможем, и Крым будет звільнений, и Крым – это батьковщина крымских татар. Вот это, пожалуй, основные такие месседжи, которые в Крыму слышат наши граждане от украинцев, да? Спасибо вот это, большое. Я считаю, что самый большой позитив. Спасибо большое, Сагалнес. Ахтем Чийгоз, народный депутат Украины, замглавы Меджлиса крымско-татарского народа, поделился вот так вот своим мнением. И я надеюсь, дорогие наши радиослушатели, что мы представили достаточно позиций для того, чтобы каждый из нас смог что-то все-таки хорошее найти в уходящем году и надеяться, безусловно, надеяться на самое лучшее и на хорошие новости в 2022
2022 году, чего вам искренне желаю. А радио Крым Реалии для вас работает круглосуточно на 648 АМ. И даем вам информацию, но надеюсь также, что дарим и надежду на лучшее будущее и на то, что завтра также будет лучше. Следите за событиями в Крыму без цензуры на сайте Крым Реалии. Качайте приложение Крым Реалии и 648 АМ, где мы говорим с вами напрямую без цензуры. Эфир для вас провела я, Катя Некречи, и команда Крым Реалии. До новых встреч!